Сеансы сказочной терапии для детей провели известные люди Кыргызстана. Актеры театра и кино, радио и телеведущие пообщались с юными пациентами детских больниц Бишкека. Кыргызские звезды читали малышам сказки и дарили им радость общения с именитыми и известными гостями. Детский смех и песни, рождающие положительные эмоции в больничных палатах, увы, редкое явление. Здесь чаще на первом плане не детские проблемы, их постоянные спутники – врачи в белых халатах, лечебные процедуры и характерный запах медикаментов. У них тут уколы, процедуры, какие-то негативные эмоции, да? А вот такое вот общение – это позитив. Вот мы сейчас, например, убедились, и мамы поулыбались, и дети как-то раскрылись, что-то сами рассказали, что-то я им рассказала. Маленькому Алишеру всего 1 год. Малыш еще не начал толком говорить, но уже знает, что каждый день обязательны процедуры и уколы. Здесь, в отделении соматики столичной 3-й больницы, он уже несколько дней. Пока точного диагноза нет. Ребенок попал сюда с высокой температурой. Однако после общения со звездами Кыргызстана у Алишера почти как в сказке началось улучшение здоровья. Все хорошо, ребенок потихоньку выздоравливает, настроение очень хорошее, а после сказки стало еще лучше. Сказка была изумительная. Для детей это хороший пример для дальнейшего развития. Сказка-терапия для маленьких пациентов детских отделений больниц – праздник и возможность отвлечься от болезней. К тому же организаторы надеются, что подобные акции подтолкнут детей к чтению книг. Ведь для тех, кто проходит здесь длительные курсы лечения, о посещении школ не может быть и речи. Поэтому единственным выходом остается самостоятельное образование. Поэтому это очень важно, и особенно в больницах вообще, я думаю, что надо штатного такого преподавателя даже, может быть, вот здесь вот в больницах брать, потому что это очень важно. Какие-то предметы, что-то нагонять, вот, особенно во время школьной программы. Но такой штатный преподаватель больничному бюджету не по карману. Тут и на медиков-то денег не хватает. Выход предложил фонд экс-президента Розы Атунбаевой. По ее инициативе известные люди Кыргызстана читали юным пациентам сказки, просто общались с детишками, которые в свою очередь тоже делились с именитыми гостями своими талантами. Лучших сказочников и активных участников необычного больничного утренника одарили книгами. Издание народных сказок и эпосов в рамках акции «Звезды, читающие детям» Международному фонду инициативы Розы Атунбаевой предоставила компания «Кумтор». Мы их просто дарим детям, которые наиболее активно участвуют. Среди этих детей есть те дети, которые сами пытаются читать книги, сами просят своих родителей, либо сами учат эпос Манаса. И вот таких самых активных детей мы их поощряем и дарим такие вот книги. Организаторы сказочной акции раздали книги ребятам не только в медучреждениях, но и в парках и в новостройках столицы. Красочные издания с яркими иллюстрациями призваны заинтересовать детей и привить культуру чтения книг. На это направлена и акция «Звезды, читающие детям», которая не зря прошла именно в Международный день грамотности.